Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пиров. В седьмой день летних Олимпийских игр Париж-2024 Таджикистан представляет известный дзюдоист Тимур Рахимов в весовой категории свыше 100 килограммов. Тимур Рахимов, продемонстрировав высокое мастерство, вышел в полуфинал. Таджикский спортсмен-тяжеловес Тимур Рахимов в первом раунде Олимпийских игр был свободен, а во втором раунде встретился с Эриком Абрамовым из Германии. Наш дзюдоист в напряженной схватке с Эриком Абрамовым достойно одержал победу. В четвертьфинале Тимур Рахимов сразился с узбекским спортсменом Алишером Юсуповым и также одержал победу. Таким образом, Тимур Рахимов вышел в полуфинал. Теперь наш спортсмен встретится с французом Тедди Ринером. Развитие промышленности – это залог прогресса во всех сферах социально-экономической жизни страны. Дальновидная политика руководства города Душанбе обеспечила наилучшие результаты в развитии ключевых областей, в том числе в промышленности и сфере услуг. За годы государственной независимости, наряду с другими городами и районами страны, столица Таджикистана, город Душанбе, значительно преобразился, став не только более комфортным и современным, но и индустриальным центром. Промышленность, которая является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие национальной экономики, удовлетворяя потребности населения в основных товарах, создавая новые рабочие места и, самое главное, повышая уровень жизни населения, находится в центре политики руководства города. Душанбе на сегодняшний день – это динамично развивающийся город, в котором функционирует более 760 промышленных предприятий. Столица страны фактически является передовой в реализации стратегической цели – ускоренной индустриализации страны, и в этом направлении администрация города постоянно принимает эффективные меры. Только за последние 7 лет по инициативе и указанию лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и в результате образцовой деятельности председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, было построено и введено в эксплуатацию более 100 новых заводов и промышленных предприятий. Большинство из них работают с использованием новых технологий. На предприятиях производится качественная и доступная конкурентоспособная продукция. За последние несколько лет перечень продукции, производимой душанбинскими предприятиями, включая строительные материалы, текстильные изделия, продукты питания и многое другое, стал намного шире, и наряду с удовлетворением потребностей населения страны отечественная продукция также идет на экспорт. Кроме того, в столице высокими темпами растет индустрия сферы услуг. Открываются рестораны, кафе и столовые с национальной, восточной и европейской кухней, которые, кроме предоставления места в собственном помещении, развивают и доставку своей продукции до дома или офиса. Влияет и на повышение комфорта для местного населения, и для туристов. Зумрат Файзиева, Далер Содиков. Новости. Терроризм – это угроза обществу, угроза человечеству. В последние годы правительство Республики Таджикистан в сотрудничестве с ООН и другими международными партнерами провели серию конференций высокого уровня, посвященных теме борьбы с терроризмом и экстремизмом. Таким образом, Душанбинский процесс по борьбе с терроризмом стал важной площадкой для конструктивного сотрудничества всех заинтересованных сторон в целях укрепления международной и региональной безопасности. О мерах по противодействию терроризму и экстремизму, предпринимаемых правительством Республики Таджикистан, расскажет Карим Хайдар. Терроризм и экстремизм – серьезная угроза человечества в 21 веке. В последние годы правительство Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими международными партнерами провели серию конференций высокого уровня, посвященных теме борьбы с терроризмом и экстремизмом. Так, по итогам этих конференций был запущен Душанбинский процесс по борьбе с терроризмом. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что каждый гражданин страны должен чтить независимость своего государства, безопасность и стабильность общества, никогда не терять политическую бдительность, не поддаваться пропаганде чуждых экстремистских идей. Важнейшей задачей все государственные органы и все общество Таджикистана считают борьбу с радикализмом и экстремизмом. Стратегия Республики Таджикистан по противодействию терроризму и экстремизму на 2021-2025 годы
определяет цели, задачи и основные направления государственной политики Республики Таджикистан в сфере противодействия экстремизму и терроризму и направлена на объединение усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, поселков и сел, институтов гражданского общества и международных организаций в этой сфере. Сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды используют новые методы и способы с использованием современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма. Президент страны дал указание соответствующим органам активизировать координацию в сфере раскрытия и предотвращения угроз терроризма и экстремизма, поставить надежный заслон на пути привлечения граждан к радикализму путем активизации разъяснительных работ, воспитывать их в духе верности народу и родине, почитания общечеловеческих ценностей. Сложная ситуация современного мира побуждает Таджикистан принять дополнительные меры по ускорению модернизации и оснащения вооруженных сил техникой и боеприпасами, повышению боеготовности и укреплению оборонной мощи страны. Карим Хайдар, Дильшод Яхушмах, новости. По прогнозам агентства по гидрометеорологии республики, до 5 августа в связи с повышением температуры атмосферного воздуха в бассейнах рек Зиравшан, Пянж и Вахш ожидается повышение уровня воды. Также местами в горных районах республиканского подчинения, Сагдийской области и на западе Горно-Бадахшанской автономной области возможны селевые явления гляциального характера. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан просит соблюдать все меры предосторожности. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.